Испытано на себе. Друзья, некоторое время назад мы были в Горном Улусе, в поселке Магарацы, где снимали передачу «Испытано на себе». Я участвовал в тушении лесного пожара. И сейчас мы вновь находимся на границе Горного Улуса и вновь держим свой путь в этот поселок. С этого момента мы начинаем дневник добровольца, где расскажем о текущем положении дел, о последних новостях и, конечно же, познакомим вас поближе с работой огнеборцев. Поселок Магарацы находится в 100 километрах от города Якутска. И, можно сказать, здесь действуют самые ближние пожары к нашему городу. Об этой поездке мы приняли решение достаточно быстро, очень оперативно. Но, тем не менее, даже с учетом такой скорости, нашлись добрые люди, которые оказали нам свою поддержку. Мы сейчас находимся в магазине 220 вольт, который любезно предоставляет нам бензопилу для того, чтобы она нам оказывала помощь во время тушения пожаров. Ну, я думаю, что в конце, когда мы будем уезжать, ее оставим также в администрации поселка. То есть, скорее всего, еще будут достаточно серьезная ситуация, поэтому она будет работать во благо поселка, во благо защиты населенного пункта от лесного пожара. Ну что, друзья, сейчас нам осталось только взять средства защиты органов дыхания и, заправившись, мы уже поедем в сторону Горного Улуса. Мы прибыли в поселок Магарацы, сейчас находимся около оперштаба и практически сразу встретили ребят, которые буквально с минуты на минуту отправятся на один критичный участок, который находится в 15 километрах от поселка. Сегодня мы поможем им в том месте. Я думаю, что и помощь квадрокоптера понадобится, и, конечно же, физическая сила. Мы хотели рассказать про то, как оформляются добровольцы, но я думаю, что в одном из наших следующих выпусков, или, может быть, даже в этом, в следующем выпуске, об этом обязательно расскажем. Мы сейчас выдвигаемся из поселка Магарацы с первой группой. Чуть позже еще туда на место пожара подъедут еще пара бригад. Вообще надо сказать, что по сравнению с субботой сейчас в Магарацах гораздо меньше дыма, но он все равно есть. Как видите, например, солнце представляет собой вот такой вот красный кружок. Проехали по асфальту около 4 километров и двигаемся уже по проселочной дороге по направлению к пожару. Пока особых таких признаков нет. Где-то здесь в паре километров идет пожар. Сейчас с помощью квадрокоптера очень быстро, оперативно определили место, где горит пожар в 400 метрах отсюда. Сейчас ребята собираются и, соответственно, будем выдвигаться в ту сторону на тушение. Вот мы буквально перед выездом взяли, обязательно берите средства защиты,
потому что в дыму очень тяжело. Из-за дыма сложно с дыханием. И плюс защита для глаз. Очки, закрывающие плотно глаза, и маски. Либо вот такие, либо такого плана. Вот, сейчас я их соберу и пойдем на тушение. Так, маски собираются, не скажу как. Сам это делаю первый раз. Так, еще устанавливается фиксатор. Эта маска состоит из двух фильтров. Вот это тонкой очистки и вот это грубой очистки от крупных частиц. Так, ну все, две маски готовы. Водовозом сюда дорогу показать. Bu vardan sonra abiden içine bunlar argınam. Çok terlet. Губу кусок-то. Diye bu gidip bir çevre soğan para açtı bu bana var burada. Bunu kinler bana nikah yaptığım bu köpük batırdı. Ocağın birinin andan ısırık надо было. Так, сейчас мы проедем на разведку, посмотрим, сможет ли проехать там Сайгак. Он даже рядом с нашей стоянкой горит огонь.
Сейчас вот в этом лесу было сбито открытое пламя, которое чуть было не перешло в верховой пожар. И сейчас задача обработать кромку, чтобы дальше огонь не разгорелся. Получается, это правее от нас, да? Да, 700 метров от нас. Фронтом идет, да, таким? Угу. Вон там, в той стороне. Там, кстати, верховой идет. Верховой, да? Ага. Вот тут как-то что-то сильно горит. Вижу. Ну, Давай я попробую спуститься, но насколько она спустится. Сигнал пока не потеряет. пока тушили там пожар, вон в той стороне очень сильное возгорание. Вот, видно зарево. Здесь. Сейчас все поехали туда. Прибыв на место, мы увидели горящую траву, которая постепенно подходила в нашу сторону, к минерализованной полосе. Было принято решение довести огонь до нее и контролировать дальнейшее нераспространение огня. Максим, скажи, ты доброволец? Да, я доброволец. Вот. Когда приехал? Я вот сегодня приехали, где-то в 7 часов вечера приехали, с ребятами собрались где-то после обеда. Вот, мне сообщили вчера, я сразу согласился вот, и с ребятами вот, пришли помогать. Вот. То есть друзья как бы инициировали, собрали просто командой и выдвинулись? Да, ну я для начала вот посмотрел местных блогеров, которые начали продвигать эту проблему через социальных сетей. И мне позвонили тоже друзья, и я приехал помогать, получается. Нас сюда отправили, вот, получается, сейчас работает где-то, сказали, 5 групп. Вот мы либо 5-я группа, либо 6-я группа. Вот. Нас сейчас в данное время нас 7.
ну, чисто наши друзья, вот, знакомые. Еще есть место, ребята, которые помогают вот еще. Я думал, легко будет, но вообще нелегко. Я думал, ну, для начала было страшно, потом этот страх прошел, поддержали морально, физически поддержали уже друзья, вот. Потом стал уже ну, понял суть, как, что надо делать, вот. В принципе, любой человек может приехать и делать доброе дело. Помогайте, если время есть. Вот. И всех призываем, кто чем может, помогайте друг другу и берегите лес. Друзья, это был первый день нашего дневника. Уже завтра мы расскажем вам продолжение истории. Мы будем следить за пожарами в Горном Улусе около поселка Магарас, за работой огнеборцев. Наш дневник добровольца начался, и уже завтра мы продолжим нашу историю.